Здравствуйте, мы находимся в Центре общественного наблюдения Республики Саха-Якутия. Я так понимаю, наблюдение за выборами. И сейчас мы с руководителем общественного центра Альбиной Прокопьевич-Черепановой поговорим. Какая задача данного центра сейчас? А вы знаете, такие центры созданы по всей стране, по всей России, во всех субъектах. Вы находитесь вот сейчас, ваше видео снимает наш центр. Я скажу, что это самый крупный у нас в России центр. У нас площадь 500 квадратных метров практически, да, и все желающие граждане, люди, избиратели, партии, общественники, студенты имеют возможность сюда приходить. Они и приходили за эти 3 дня. Вот за мной огромный экран, да? Мы там видим 277 наших участков избирательных, и там на камерах просматривается, что происходит. Мы видим конкретно наши ящики для голосования и сейфы, где хранятся. Многие беспокоятся, а как же в ночное время, как же там другой период времени, чтобы там ездили доступ. Вот камеры просматривают день и ночь, и мы работаем здесь день и ночь. Можно ночью прийти, у нас здесь есть технические службы, есть дежурные от общественной палаты, от уполномоченного прав человека, и проходит именно наблюдение. Есть проблемы, я скажу. Например, свет погас где-то на участке. Вот как раз вчера было выступление Стручкова Алексея Александровича Якутскэнерго, что есть проблемы с светом после пожаров, вы же помните, да? И поэтому местами еще, видимо, идет восстановление. Свет уходит, но мы сообщаем, и быстро, по крайней мере, это идет восстановление. Даже бывают курьезы, там шарик, украшение было, или там флаг, загородили там камеру частично. Это все мигом сразу удаляется, мы прямо видим, как вот в это время поправляется. То есть все происходит в режиме реального времени. Я должна отметить, да, вот для наших, это очень важно вообще, вот для нас, для меня лично. Вы знаете, мы открываем новую историю выборных процессов. Такого еще никогда не было, чтобы можно было легко наблюдать с любой точку выборных голосований. И здесь, кроме того, что мы видим экран огромный, да, у нас 20 точек, это ноутбуки стоят, да, это рабочие места. Можно конкретно подойти и посмотреть, как данный участок, как другой участок. Если есть вопросы, проблемы, можно просмотреть в режиме вчера, позавчера, увидеть, а как было реально. Потому что мы понимаем, что могут быть там непонимания, недоразумения. Люди говорят, ох, там-то так-то было. А мы открываем этот УИК, открываем это время. Пожалуйста. Смотрим, как это было реально. То есть это позволяет конкретно обеспечить прозрачность, как мы говорим, открытость, гласность, тем самым соблюдая всю законность. В Якутии 3 часовых пояса. А можно вот подойти к экрану, да, и нам вот показать, конечно, сразу на примере? Ага. Вот большой экран, да, и здесь вот видно, да, вот... Да, вот смотрите, Андрей, я могу показать, да, допустим, посмотрите, конкретно вот мы видим, видно УИК 232, камера 2, вот, допустим, идет моменты, да, голосования, видим, сколько вот тут, например, вот якутский, да, люди стоят, да, мы можем сказать, что же так близко стоят, вот уже мы сейчас, допустим, можем сообщить, не соблюдается, может, некоторое расстояние, да. Вот, где-то совсем пока еще, вот видите, в Покровске уже как-то пустовато. Хочется, чтобы было людей побольше. Как-то вот все-таки все же организовано. Вы узнаете, там прям пишется адрес, да? Вот, да, вот это... прямо внизу написано адрес, камера 1, Удачный, улица Новый город называется. Ну давайте вот посмотрим, я вижу здесь вот, это Нюрба, да? Вот, да, Комсомольская, вот уже, если мы видим, что ошибка, да, вот, допустим, какой-то там участок, да, например, там какой-то конкретный номер указан, то мы идем на наши рабочие места. А вот можно еще проконтролировать, да, я покажу нашим зрителям. Так. Это Нерингри, да? Это... Где? Это вот написано Якутск, улица Чайковского. Пожалуйста, смотрим. Только что было Нерингри, то здесь меняется. Да, это сменность. Это чтобы вы увидели, допустим, чтобы... Алдан, тому только что был, да? Да. Это все очень, сменяется через полминуты.
Но если вы зафиксировали... Удачный. Да, удачно, все нормально. Нам важно, чтобы была виден урна для голосования, ящик для голосования и сейф. Поэтому очень легко. Но еще раз говорю, у нас 20 рабочих мест. Если мы заметили, что что-то здесь как-то вот вызывает сомнения, да, подходим к нашему ноутбуку, к нашему рабочему месту и прослеживаем конкретно, открываем и уже без всякой такой быстрой скорости реально смотрим хоть там полчаса, хоть 2 часа, любое время и наблюдаем за конкретным участком. Альбина Прокофьевна, а кто вот смотрит за этим? Вот давайте вот я покажу зал, да, что здесь уже люди что-то просматривают. Это, Вы знаете, это да. добровольцы, волонтеры. Это вот на удивление сейчас, да, во-первых, я должна отметить, да, у нас на участках находятся наблюдатели. Общественной палаты их 2000 человек, да, и вот мы видим, что там есть, кроме участковых комиссий, и сами наблюдатели, да. У нас здесь до сих пор очень много было молодежи. Во-первых, мы пригласили студентов ЦВФУ, юристов, да, мы проводили с ними, ну, какой-то, можно сказать, урок политологии. Сегодня очень много теории, а здесь реально они поработали. Кроме того, у нас были студенты из Арктического института культуры, да, они даже до сих пор вот тут сидят, да, они занимаются тем, что вот они IT, смотрят, и процесс, значит, сам голосование, ну и как, собственно, IT, когда программа работает, да. А давайте подойдем, спросим. Сейчас подойдем, спросим, сейчас да, вот я еще несколько моментов. У нас в Якутии 3 часовых пояса. Это огромная территория, да? Кроме того, как вы знаете, Якутия это 6 Франций. И вы представляете, какую территорию нужно было покрыть всей этой системой, чтобы можно было наблюдать. Практически мы же по территории Европы закрыли, да? Поэтому... говорю, кто это сделал? Это все идеология, конечно, ЦИК России, чтобы обеспечить буквально прозрачность всех процессов. Если есть вопросы, можно по каждому участку. За весь период времени, с самого первого дня, мы открыли здесь, да, 16 мы это все готовили, 17 в 6 утра, потому что наш Восток, Зырянка и так далее, у них же уже 8, 3 часовых пояса, все, и каждую секунду, каждую минуту, каждый час, каждый день можно всегда просмотреть, и днем, и ночью. Самое главное это сейфы, где хранятся все документы, и бюллетени, и там сейф-пакеты, и сами урны, когда идет голосование. Тогда нас представите, я смотрю, здесь уполномоченный по правам человека, подойдем, расскажем. Да, конечно, конечно. И вот здесь студенты смотрят, им уже определили, да, какие нарушения типичные, да? У нас есть журнал специального учета, когда есть замечания, он достаточно большой, я говорю, цвет уходит, там неправильно, допустим, там столы расставлены, чтобы там санэпиднадзор требования соблюсти, поэтому разные. Да, я хочу вам представить Татьяна Михайловна. Добрый день, человека, да, пожалуйста. Татьяна Михайловна, а можете вот с точки зрения как прав человека, юридических, наверное, каких-то аспектов, вот данный центр, это новшество для Якутии или вообще что это? Это вот открытие центра общественного наблюдения является новой формой в организации избирательного процесса, поскольку мы видим активность гражданского общества и благодаря совместной работе, которая была организована на уровне уполномоченного по правам человека Российской Федерации Татьяны Николаевны Москальковой и Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, значит, получили доступ к центру, к работе Центра общественного наблюдения регионально уполномоченные по правам человека во всех субъектах Российской Федерации. Поэтому надо сказать, что подобные центры, они действительно открыты во всех субъектах России. Нам предоставлено рабочее место, мы составили четкий график работы и создали в аппарате рабочую мониторинговую группу, которая ведет видеонаблюдение непрерывно, начиная ежедневно. Мы работаем уже сегодня 3-й день, с 6 утра до 20 часов. Почему 6 утра? Потому что мы знаем разницу в часовых поясах, когда жители, граждане, проживающие в арктических северных полусах, как раз голосуют уже по этому времени, когда у них 20, у нас 6:00. И через каждые 3 часа, значит, сменяется у нас наблюдатель.
Кто включен в состав рабочей мониторинговой группы? Мы пригласили к совместной такой слаженной работе юридический факультет Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова. Это студенты вторых и четвертых курсов. Далее мы пригласили к совместной работе Союз женских организаций Республики Саха-Якутия из числа наиболее ярких, активных граждан, которые принимают участие в данном видеонаблюдении в проведении независимого мониторинга. Проведен, я уже сказала, инструктаж. Мы сегодня имеем возможность через интернет, через предоставленное, как вы видите, вот работа идет, автоматизированное рабочее место, по списку, который сейчас предоставляет нам возможность более 200 избирательных участков промониторить, наблюдать. Там есть камера 1, камера 2. Иногда бывает, мы видим, когда избирательную урну видно нечетко, стол, например, загораживает, для того, чтобы постоянно была такая открытость, прозрачность в виде наблюдений, для того, чтобы не было каких-то там потом манипуляций. То есть это не нарушение, это такие пожелания, рекомендации, которые мы уже тут же незамедлительно, находясь здесь в центре общественного наблюдения, направляем в Общественную палату Якутии. Здесь мы работаем с коллегами очень тесно и постоянном взаимодействии. На местах находятся в избирательных участковых комиссиях общественные наблюдатели от Общественной палаты Якутии, которые также тут же незамедлительно передают наши рекомендации. Или, например, есть некие такие моменты, когда технически камера каким-то образом, она, в кавычках, так скажем, упала, не тот наклон, который не совсем позволяет визуализировать и видеть. Потому как мы понимаем, что и ночное время проводится здесь в центре общественного наблюдения мониторинг. Мы работаем до 20 часов уже, когда гражданин уже выражает свою волеизъявление, принимает участие в голосовании. А далее уже, конечно, другая мониторинговая группа уже Общественной палаты Якутии уже отслеживает для того, чтобы было полностью соблюдено федеральное и региональное законодательство в части сохранности сейфов и так далее. А были ли нарушения за эти 2 дня? Дело в том, что много претензий со стороны. Камера стоит показывает, как видно, что, я немного почитал в этом, что камера направлена на кабинку, где голосуют. Там много претензий со стороны определенных лиц, что-то подтвердилось. Это рекомендации. Мы тоже здесь, когда смотрели избирательные участки, где-то, допустим, видно спину, затылок гражданина, который заходит в кабинку для голосования, и мы уже сразу вносили свои рекомендации для того, чтобы поправить во избежание нарушения тайны голосования. Это, еще раз говорю, что это рекомендации и пожелания, которые не устранились незамедлительно. Вчера мы выезжали совместно с членами Общественной палаты Якутии на 2 избирательных участка. Тоже все полностью посмотрели с точки зрения и соблюдения прав человека, юридических гарантий, и с точки зрения соблюдения в условиях новой коронавирусной инфекции. Хотела бы особо еще подчеркнуть, что благодаря возможности, которые предоставила уполномоченная по правам человека России и Центральная избирательная комиссия России, мы тоже имеем региональные, то есть уполномоченные по правам человека в субъектах Российской Федерации, безусловно, в Якутии, имеем возможность тоже наблюдать через сайт государственной услуги. Поэтому практически с самого утра уже я удаленно могу на телефоне, и это я делаю, естественно, через телефон, подключаюсь и уже начинаю смотреть с 6 утра
как работают участки, вообще как организовано голосование в данных выборах. Скажу, что Центр общественного наблюдения аккумулировал на сегодня неравнодушных граждан, поэтому, как мы видим, посещение этого центра считаем достаточно активным. Первый день более 120, вчера более 130. И здесь, значит, как сказать, живая площадка, где мы можем и друг с другом общаться, и слышать. И, конечно же, основной задачей вот нашей рабочей мониторинговой группы, которая работает на площадке Центра общественного наблюдения, это быстро реагировать на возможные выявляемые нарушения и принимать меры совместно с компетентными органами для того, чтобы не было нарушений избирательных прав граждан Российской Федерации, проживающих на территории Республики Саха-Якутия. Кроме того, мы имеем возможность через общественных помощников уполномоченного по правам человека в Республике Саха-Якутия также получать оперативную информацию через всевозможные тоже и по телефону, и любым законным способом, значит, каким образом организовано и происходит голосование, значит, на избирательных участках. Я нахожусь в тесной связи с общественными помощниками уполномоченного по правам человека в Республике Саха-Якутия. А можно вот сейчас продемонстрировать, как вот, кто нам, может, вы продемонстрируете? Давайте. Вы сможете продемонстрировать, как это происходит? Так, вот, пожалуйста, значит, мы методом. Ага. Да. Это мы сейчас вот выборочным методом. Да? Это сейчас мы где находимся? Это Пионерская улица, да? Да, Республика Саха-Якутия, город Якутск, улица Пионерская, улица, дом 9. Вот, допустим, камера 1, она показывает, да? Мы можем увеличить. И, пожалуйста, вот, значит, у нас урна. Так, наблюдатели находятся. Значит, вот идет рабочий процесс. И здесь мы видим с вами кабинки. Пионерская, это у нас 17-й квартал, да? Да, Где-то так, да, города совершенно Якутска. верно. А вторая и камера? заходим через камеру 2, уже видите ракурс. Значит, вот. Здесь может быть и включен звук. Так. И, пожалуйста, здесь увеличиваем и уже смотрим. Например, вот обратите внимание, сразу возникает вопрос. Вот не на всех избирательных участках у нас, к сожалению, допустим, предоставляются стулья. Если пришел пожилой человек, к примеру, это может быть рекомендацией, так ведь? Вот. Но все-таки третий день идет, и стульев нет. Это неправильно. Это мое мнение. Да, поэтому, значит, вот по 736-му мы сейчас сразу внесем рекомендации. Интересно, это я же помру. А можно вот женских, да, спросить, насколько сложно вам участвовать в этом? Во-первых, я являюсь сама лично тоже членом Общественной палаты Республики Саха-Якутия, председателем комиссии по социальной политике, демографии, защите семьи и детства. И как раз все члены Общественной палаты у нас дежурят. У нас прям дежурство каждые 3 часа. И также у нас Союз женских организаций совместно с уполномоченным по правам человека, то есть по инициативе Сарданы Михайловны, мы, Союз женских организаций, тоже сделали свое дежурство. Пригласили, значит, активисток, которые по 3 часа здесь совместно, значит, с аппаратом уполномоченного по правам человека проводим общественное наблюдение. И мне хочется сказать, что это вообще, если бы нам, допустим, 10 лет тому назад, да, или 5 лет тому назад сказать, что вы будете видеть все участки, вот виртуально, и как проходит голосование, мы бы, конечно, не поверили. А сегодня, видимо, век новых информационных технологий, когда цифровизация идет впереди, даже наши общественные наблюдатели, которые сидят на местах, они ведут наблюдение, и мы отсюда видим, кто где сидит, кто где, значит, как проходит голосование, как бюллетени кладут в урну, где сидят наблюдатели, где сидят наши общественные наблюдатели. И вот буквально при любой там ситуации, допустим, когда возникают какие-то спорные вопросы, значит, мы, представители вот аппарата уполномоченного, представители общественной палаты, выезжаем на участки. Вот вчера тоже было
посещено очень много участков по городу Якутску. А также, если есть вопросы, допустим, вот мы на экране же видим, допустим, тот же поселок Айхал или город Мирный, да, тоже если вопросы, по звонку тоже все видим, наблюдаем, если замечания, звоним и говорим об этом. То есть практически это вот открытое голосование, действительно вот открытое демократичное голосование, что здесь не может быть там где-то что-то произошло, и все видно, кто во сколько пришел, кто, значит, даже какой наблюдатель отошел там на несколько минут, вот это тоже все видно. Анжелика Егоровна, давайте посмотрим. Меня очень сильно интересует, как вы работаете. Например, мне сказали, да, можно поработать даже с северными районами. А вот давайте с этим, у меня что-то этот отключился этот. Давайте вот посмотрим северный район. Район, да, вбиваете, Анжелика Егоровна. Вот сюда вот. Какой у вас самый любимый, Анжелика Егоровна, район северный? Мой Оленёкский. Давайте Оленёкский посмотрим. Так, а у нас Оленёкский, мы по номеру УИК-то сейчас по списку. Ага, сейчас посмотрим. Сейчас посмотрите, подождите-ка. Сейчас я посмотрю. То есть у нас есть все списки всех избирательных комиссий. Так, сейчас посмотрим. Всего их 277, да, в Якутии? 200. Нет, по республике их 700. А, это по республике, а по 277 по Якутску, да? Это те, которые В онлайн. подвергнуты видеонаблюдению 277 избирательных участков. Номер 9, А что, не все еще подвергнуты, к сожалению? Да? Ну, знаете, есть же интернет. Есть техническая Да. возможность. Ну, камеры, они во всех участках, но они в записи идут, да, допустим, вот эта вот камера. А именно, которые в онлайне. Пока ищем, давайте Да. по кросс посмотрим. Давайте. Ну вот Оленёкский можем уже. 485, например. Да. 485 участок. ИВН, да, национальный округ. Вот, видите, открываем пошире, да? Видите, вот там немножко может интернет как бы чуть-чуть затягивать, да? Это, да, притормаживать, да. Ну, в отличие от этого участка, Да. там стулья есть. Да, здесь есть стулья, здесь сидят наблюдатели. Вот видите, здесь. Так, и давайте вторую камеру еще посмотрим. Угу. То есть обзор да, со всех обзор, сторон. обзор со всех сторон. Здесь приходят, видите, все в масках, в одежде, кто где стоит. Вот. В специальных костюмах. То есть все меры безопасности максимально Мгм. приняты. Соблюдены. Так, ну давайте еще какой-нибудь отдаленный, какой посоветуете. Потому что мне сказали, все-таки разница часовая очень большая. Да, у нас есть и трехчасовые, ну как бы на 2 часа и на час раньше идет, которое время. В Чукурдах есть. Ну там, наверное, связи нет. Да, есть районы. Вот давайте еще посмотрим. Ну, соседние. Якутск полностью Да. у нас, оказывается, практически охвачен, да? Полностью. Давайте вот посмотрим. Вы хотите именно северный, да? Вот давайте даже Алекму посмотрим. да? Нет, давайте Алеку посмотрим. Это не только мне интересно, наверное, интересно и зрителям. 476. Да, вот видите, это город Алекминск, улица 50 лет Победы, номер 66. Мы заходим. Так, я еще раз говорю, мы сидим в центре города напротив мэрии и рассматриваем, что же делается на избирательном Алекминске. участке в Алекминске. Да, вот видите, вот здесь сидят наблюдатели. Вот столик. И сейчас мы откроем вторую камеру. И видите, вот заходят люди. Вот женщина подошла, она голосует. Вот ее это урна, где она будет. Видите, обрабатывает руки. Сейчас подойдет сюда, возьмет бюллетень. Небольшой такой вот, видите, кабиночки. Все видим. А вот с вашей точки Онлайн. зрения женщин там и так далее, соблюдаются вот меры санпеднадзора или как это правильно? Да, совершенно верно. Вот здесь Да. вот очень сложно, если толпа народа будет. Это Да, у вот нас... видите, все в масках. Тут сразу произошла обработка. Все находятся, вот видите, в перчатках работники, да? Ее руки она обработала, подходит в маске. И дистанция, видите, вот соблюдена. Тут все четко. Да, закрыто. ну явно туда пускают по 2 человека, судя по всему. Да? Остальные ждут по своей очереди, я правильно понимаю? Не, ну видите, сегодня как-то спокойно вот идет. У нас же 3 дня идет голосование, и мне даже очень понравилось, что люди могут спокойно. Мне даже знакомая сказала, я в воскресенье не могу, я переезжаю с дачи, я могу только вот, допустим, так, в пятницу, в субботу. Ей было очень удобно.
вот именно в пятницу она проголосовала, а в субботу и воскресенье переезжала с дачи. То есть 3 дня это вообще такой оптимальный, очень хороший вариант вообще, ну, для хозяйки, допустим. А вот как женщина относится? Все-таки общественники и в субботу, воскресенье, Ой, вы а знаете, в осенний день последний, наnaверное. да, но вы знаете, это действительно у каждого общественника в душе. Мы, наверное, были когда-то комсомольцами, ну и молодежь тоже у нас очень активная. Гражданская позиция, вот только что приходили наши общественники, которые сидят на участках в городе Якутске, это общественные палаты от уполномоченного по правам человека. И они такие радостные, у них как праздник. Вы представляете, мы, говорит, там сидим, все таки интересно. Я, говорит, впервые в жизни, вот, например, молодежь, да, участвует, а которые более опытные тоже, говорит, так приятно, говорит, участвовать в таком, ну, большом событии для страны, да, допустим, выборы. И мы являемся, допустим, да, частичкой того, что сегодня происходит. То есть людей с активной жизненной позицией намного больше, чем нам кажется. Спасибо. И хотелось бы в завершение все-таки спросить, да, вот у нас 2 руководителя общественного наблюдательного центра, да, насколько вы считаете, нужно это вообще на выборах, вот такая методика, она необходима или все-таки это открытость, она не нужна? Вот это мое мнение, мне кажется, открытость иногда она перебарщивает, и потом проблемы одни, нет? Надо сказать, что запрос на открытость органов власти идет от самого гражданского общества. Поэтому, если это все честно, чисто и прозрачно, все четко показывается, значит, и самое главное, что наблюдатели проходят очень четкий инструктаж для того, чтобы не было вмешательства в работу избирательной комиссии, и в то же время наблюдать, насколько сегодня процесс организован с точки зрения соблюдения прав человека. И мы слышим на сегодня граждан, мы слушаем людей, наши институты гражданского общества. Поэтому, конечно, вот такая новая форма работы, как мы уже с вами сказали, как Центр общественного наблюдения, думаем, что он будет и получать дальнейшее развитие. И за этот 3-й день, который мы с вами все работаем очень дружно, слаженно, все органы власти здесь думаем, что эта работа как раз показала на практике, что необходим такой центр общественного наблюдения Республики Саха-Якутия. А для общественной палаты это же первый опыт, да? Да, первый опыт. Я хочу добавить, что, конечно, это дорогостоящее мероприятие. Оно довольно-таки имеет высокую стоимость. И привлечены такие ресурсы, как Ростелеком, РЦИТ и вообще вот сама вот помещение огромное. Еще раз говорю, что это одно из самых лучших в России. У нас в 7 субъектах в России в этом году применяется новая форма – мобильное голосование. Это означает, что мы, граждане, можем через госуслуги взять и, пожалуйста, использовать свое право голоса и проголосовать. Вот сегодня я работаю на рынке ценных бумаг, я очень хорошо знаю, как голосуют акционеры на собраниях тоже Алроса, например. Легко и свободно, не нужно ехать в Мирно или в Москву, а используя свои возможности. Многие начинают говорить, а как же можно доверить, когда вот я вот прямо реально мой голос виден. На самом деле я привожу пример. Когда вы покупаете в интернет любые там товары, и указываете свою карту, оплачиваете, вы же не волнуетесь, что продавец будет с вас списывать деньги. Есть система защиты определенная. То же самое касается любых услуг. Поэтому я думаю, что в следующий раз это будет новый этап цифровизации, будут уже расширены возможности для граждан использовать современные цифровые технологии. Мы прямо находимся на пике этого развития. Мы с вами реально идем. И когда мы говорим, зачем нужна открытость? Да чтобы было видно, что все законно, нету вопросов. Если раньше сомневались вообще, как там бюллетени, сейчас сомневаются, ой, близко ли стоят друг к другу люди или далеко, соблюдают, не соблюдают, а есть ли стульчики около. Вот уже другие заботы появляются. Они тоже необходимы, но тем не менее вопрос уже в другую плоскость переходит, потому что все видят, все четко, конкретно организовано. А вот подсчет голосов, когда будет, да, вечером, общественный наблюдательный центр тоже будет следить или все закроется? Не все будет работать, пока не будет известна последняя цифра, последняя точка не будет поставлена. Поэтому мы даже не знаем, если мы сейчас закончим. Как только будет известна последняя цифра, мы завершим свою работу. И хотел бы для себя узнать, как для журналиста, вот
это уже для меня не первые выборы, да, и вот эти вот, знаете, как по старинке там с бюллетенями все время, так не так поставил, испорченное, вот это все удается избежать с помощью вас. И вот сейчас я смотрю, даже можно сразу, благодаря этому наблюдению, определить, какие участки, ну, годятся хотя бы для голосования или не годятся, чтобы в следующий раз, ну, там не проводить, правильно я так скажу? Ну, прямо. С точки зрения жизненной практики возможно, поскольку когда уже участки организуются, образовываются, и МЧС внимательным образом проверяет, и МВД рассматривает, например, антитеррористической защищенности. Конечно, это по требованиям федерального законодательства органы местного самоуправления обязаны предоставлять. Вот, например, я была, значит, на прошлых выборах в летном техническом училище. Избирательная комиссия была образована, размещалась на верхних этажах. А как можно было говорить о том, что инвалид, лицо с ограниченными возможностями здоровья, мог прийти на участок? Там и пандусов не было. Ну и избирательная комиссия выходила посредством через голосование на дому. Сегодня я специально тоже заехала в Центр замечательного современного искусства имени Гагарина. И там с торца есть, значит, пандус, все как положено. То есть, насколько на сегодня создаются такие условия для того, чтобы лица с ограниченными возможностями здоровья имели возможность принимать участие. По данным Центральной избирательной комиссии Якутии, у нас более 90% избирательных участков как раз имеют доступность. И в преддверии выборов мы встречались с руководством Якутского регионального отделения Всероссийского общества инвалидов, как раз обратили тоже внимание на то, что активно ведется разъяснительная работа, особенно среди инвалидов первой группы с опорно-двигательным аппаратом, для того, чтобы, значит, могли подавать заявки на голосование на дому. Сегодня, 19 сентября до 14 часов, это право было предоставлено по работе избирательной комиссии. Значит, кроме того, мы обратили на совместном совещании прокуратуры Республики Саха-Якутия внимание, что для слепых все-таки недостаточные материалы шрифтом Брайля, лупы и другие средства, поэтому это вопрос такой перспективный. Значит, по ним тоже нам дальше надо двигаться и не самоуспокаиваться. Кроме того, что не всегда бывает, допустим, материалы кандидатов, значит, сурдоперевод, тоже, значит, эта проблема была поставлена перед Министерством связи, информации, значит, инноваций, потому как вот эти обозначенные мной проблемы, они были озвучены именно на рабочей встрече уполномоченного по правам человека Российской Федерации Татьяны Николаевны Москальковой с руководством Всероссийского общества слепых. То есть это федеральная такая, значит, практика, которая, к сожалению, она тоже имеет место быть, отношения в нашей республике. Поэтому есть нам в каком направлении двигаться, еще куда двигаться. Впереди много работы. Спасибо. Я еще раз для наших зрителей покажу. Вот смотрите, сейчас наблюдатели, они смотрят. Ну, сразу предупрежу, чтобы все понимали, что здесь не так много народу. На самом деле ведется запись. И она круглосуточная. Ну, если считать то, что приходили, уходили, у нас в день 120-130 человек приходят, уходят, смотреть. Так что, как бы некоторым товарищам бы сказал, перед тем, как кричать и наводить в панику, может, зайдете в Центр общественного наблюдения Республики Саха-Якутия, город Якутск, прямо напротив мэрии. Улица Курашова, 24. Улица Курашова, 24. 6-й этаж. Thank you.